К оперативной статистике в коме COVID-19 за последние сутки подтвердился еще у 29 человек. Выздоровевших стало больше на 35. Скончался один пациент. Из тенденций в целом по стране, о которой сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, примерно четверть впервые выявленных случаев без клинических проявлений. Вот как эти данные и другие новости республики прокомментировал исполняющий обязанности главы Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии, сегодня в республике лабораторно подтверждены 6816 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки 29 человек. Под медицинским наблюдением 1606 человек. Выздоровели 5909 человек. За сутки мы сегодня выздоровели хорошо 35 человек. Начиная с сегодняшнего дня в республике вводятся очередные послабления в режиме повышенной готовности. Это касается лиц старше 65 лет, которым ранее было рекомендовано выходить из дома только в случае крайней необходимости. Теперь эти ограничения сняты, но мы просим по возможности избегать посещения общественных мест. В то же время в республике для работающих граждан старше 65 лет, которые, беспокоясь о своем здоровье, приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции, мы продлеваем действующий режим до 21 сентября, что дает им возможность оставаться на оплачиваемом больничном на дому. Я хочу еще раз обратиться к родителям дошкольного и школьного возраста. Не забывайте про домашний фильтр. Следите за самочувствием и температурой детей. В случае наличия признаков ОРВИ и гриппа оставляйте детей дома. Сегодня в республике Коми с рабочим визитом побывал статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Леонидович Евтухов. Мы посетили производственные объекты компании «Лузалес» и приняли участие в закладке фундамента нового завода по производству фанерных плит и МДФ в местечке Човью под Сыктывкаром. Это уже 4-й инвестиционный проект, который реализует компания. Открытие завода позволит создать более 2000 новых рабочих мест. Производство будет безотходным. Мы обсудили с заместителем министра промышленности и торговли России перспективы развития в республике деревянного домостроения. Сегодня это направление находится под особым вниманием правительства Российской Федерации. Сейчас в стране определяются пилотные регионы, где в рамках развития деревянного домостроения планируется возведение качественных современных зданий, социальных объектов и домов для переселения из ветхого и аварийного жилья. Виктор Леонидович Евтухов предложил нашей республике принять участие в этом проекте, и я поддержал это предложение. Сегодня мы также посетили предприятие «Комитекс», которое является одним из ведущих в России по производству нетканных материалов и синтетического волокна. Предприятие производит порядка 50 видов продукции для нужд различных отраслей промышленности. Обладает большинством известных в настоящее время в мире технологий производства нетканных материалов сухим способом. Компания реализует новые инвестиционные проекты и осуществляет постоянную модернизацию оборудования, что позволяет улучшать качество и расширять ассортимент продукции. Во время посещения предприятия Виктор Евтухов проконсультировал руководство компании «Комитекс» о том, как получить за счет федеральных инвестиций лизинговый кредит на обновление производственных линий, в котором предприятие очень нуждается, поскольку планирует расширить производство. Уважаемые жители республики, это все новости, которыми я хотел сегодня с вами поделиться. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.